Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Душанбинский водный процесс – это хорошая платформа для рассмотрения актуальных вопросов в сфере воды и изменения климата. В стране осуществляются организационные работы, связанные с проведением в июне текущего года в Душанбе третьей международной водной конференции, которая будет проводиться в рамках глобальных инициатив лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по водным вопросам. Тему продолжит Карим Хайдар. По словам экспертов, третья Душанбинская конференция высокого уровня, которая состоится в июне текущего года в столице Таджикистана, придаст новый импульс в деле достижения цели международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Подготовка к третьей Душанбинской водной конференции успешно продолжается. К настоящему времени уже проведены 3 заседания Национального организационного комитета конференции. По итогам этих заседаний утверждены основополагающие документы конференции, такие как концепция проведения, структурная программа, поставленные задачи перед соответствующими министерствами и ведомствами страны по решению всех организационных вопросов и наполнению содержательной части конференции с тем, чтобы провести это важное мероприятие на высоком уровне. Секретариат конференции и Министерство иностранных дел Республики постоянно отслеживают ход выполнения всех поставленных задач. Осуществляется координация подготовительных работ между соответствующими министерствами и ведомствами страны, в частности путем проведения еженедельных заседаний секретариата конференции и регулярных межведомственных встреч. Кроме того, осуществляется взаимодействие с международными партнерами по организации различных мероприятий конференции, включая форумов, интерактивных диалогов, параллельных мероприятий, выставки. Здесь хочу отметить, что всего предусматривается проведение 9 форумов, 5 интерактивных диалогов, 18 параллельных мероприятий. По словам специалистов, проект программы предстоящей Душанбинской водной конференции разработан по итогам программы исторической конференции Организации Объединенных Наций, которая состоялась в марте 2023 года в Нью-Йорке. Основной целью третьей Душанбинской водной конференции является поддержка реализации целей и задач международного водного десятилетия и обзор прогресса, достигнутого после проведения водной конференции ООН 2023 года. При этом особое внимание будет уделено реализации водной повестки действий. Она также предоставит платформу, которая побудит правительство, Организацию Объединенных Наций и всех других партнеров воплотить намерения в действия на местах и станет катализатором для новых обязательств, которые будут зарегистрированы в водной повестке действий. Кроме того, конференция направлена на мобилизацию политической воли для ускорения достижения связанных с водой целей повестки дня до 2030 года и внесения вкладов в подготовительный процесс водной конференции ООН 2026 года. Правительство Таджикистана, стремясь и дальше служить платформой для политического диалога, партнерства и действий, при поддержке ООН организует и проводит международные конференции высокого уровня в течение всего водного десятилетия действий, создавая так называемый Душанбинский водный процесс. 20-21 июня 2018 года в Душанбе состоялась первая международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Правительство Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими партнерами 6-9 июня 2022 года провела вторую международную конференцию высокого уровня на тему «Стимулирование действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях». Предстоящая третья международная водная конференция имеет свои особенности. Следует отметить, что структура программы конференции в этом году сильно не отличается от структуры программы Душанбинской водной конференции 2022 года. Однако у предстоящей третьей Душанбинской водной конференции есть несколько отличительных особенностей. Во-первых, она дает большой фокус на продвижение итогов водной конференции ООН 2023 года. В связи с этим программа конференции
конференции предусматривает проведение 5 интерактивных диалогов, темы которых идентичны темам интерактивных диалогов водной конференции ООН 2023 года. И в связи с этим сопредседатели интерактивных диалогов водной конференции ООН приглашены соорганизовать интерактивные диалоги Душанбинской водной конференции, чтобы обеспечить преемственность. Вторым отличием является вовлеченность других секторов. В этом году мы впервые организовываем форум с участием частного сектора. Это тоже не было характерным для прежних конференций. И впервые в истории Душанбинского водного процесса организовывается форум парламентариев. Кроме того, впервые в рамках Душанбинских водных конференций будет организован водный форум с фокусом на Африку. И, наконец, в этом году мы сфокусированы на то, чтобы участники конференции, в том числе страны-члены ООН, а также другие запланированные стороны, участвовали в конференции с конкретными предложениями, решениями и обязательствами. Душанбинский водный процесс – залог решения проблем в области воды и изменения климата. Карим Хайдар, Махмад Саиди Камол, Дишоди Хушпахт. Новости. 25 мая – это Всемирный день футбола. Отметим, что 7 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центральноазиатской футбольной ассоциации, президентом Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустами Эмомали. В настоящее время утвержден символ Всемирного дня футбола. А 25 мая в Душанбе пройдет фестиваль в честь Всемирного дня футбола. Утвержден символ Всемирного дня футбола, который отмечается 25 мая. Напомним, что 7 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центральноазиатской футбольной ассоциации, президентом Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустами Эмомали. Отметим, 25 мая в Душанбе пройдет фестиваль в честь Всемирного дня футбола. Футбол является одним из лучших способов укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни, а также важнейшим средством объединения разных народов и наций. В связи с этим президент Центральноазиатской футбольной ассоциации, президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустами Эмомали, 9 февраля этого года впервые предложил Организации Объединенных Наций признать роль футбола на глобальном уровне и официально объявить Всемирный день футбола путем принятия специальной резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола. В этой резолюции подчеркивается важность проведения крупных международных спортивных мероприятий в духе мира, взаимопонимания, международного сотрудничества, дружбы, толерантности и без какой-либо дискриминации. Таким образом, международное сообщество единогласно приняло инициативу президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустами Эмомали, об объявлении 25 мая Всемирным днем футбола. Завтра, 19 мая, в Душанбе в честь Дня молодежи Таджикистана по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе совместно с Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан состоятся веломарафон и национальный бег. Спортивное мероприятие будет проходить по улице Карамова, проспекту Хафиза Ширузи до государственного учреждения Наврозгох столицы. Работников министерств и ведомств, вузов, учреждений среднего профессионального образования столицы призывают принять активное участие в беге. Национальный бег проводится на основании указа президента Республики Таджикистан от 28 марта 2007 года о Дне национального бега, ежегодно в Республике Таджикистан в течение воскресенья. В целью проведения соревнований является укрепление здорового образа жизни, развитие сферы спорта и его популяризации среди населения. Напомню, что 19 мая веломарафон начнется в 7 часов 30 минут, национальный бег в 8 часов 30 минут. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!